Важным программным документом для любой страны, для любого государства является послание президента его народу. И как мы знаем, ежегодно президент страны, президент Казахстана выступает с таким посланием, где обговаривает основные направления, по которым будет двигаться именно государственная политика, по которым будут осуществляться и реализовываться планы, поставленные перед государством. Мы знаем то, что любое государство развивается именно в тех условиях, когда в стране имеется стабильность, в стране имеется согласие, мир, дружба. И поэтому именно этому направлению, именно этому фактору уделяется особое внимание в любой стране. Также и у нас, и в Казахстане. В Казахстане мы мирно и дружно сосуществуем на протяжении всего исторического периода. И с момента обретения независимости, конечно же, очень много было различных экспертных мнений, то, что у нас в Казахстане проживает очень много различных этносов, и данная обстановка могла привести к недопониманиям, конфликтам среди этносов, которые проживают у нас в Казахстане. Конечно же, понимая данную ситуацию, наш первый президент Елбасы уделил этому очень особое внимание, и на форуме народа Казахстана он озвучил свое мнение, свое видение о том, что мы должны объединить все этносы, образовать институт, который будет заниматься межэтническими вопросами, межэтническими взаимоотношениями у нас в Казахстане. Сегодня мы знаем то, что в 1995 году указом президента, указом первого президента был образован Институт Ассамблеи народа Казахстана. В то время он назывался Ассамблея народов Казахстана, а сегодня мы знаем то, что мы его называем Ассамблеей народа Казахстана. То есть политические преобразования были, и они, конечно, были на пользу. Мы сумели объединить все этносы в один единый народ, тем самым укрепив единство и согласие у нас в стране. Конечно же, для того, чтобы проделать такую огромную работу, очень большую лепту внесли наше старшее поколение. В этом, конечно, инициатором был наш Елбасы. И сегодня данную политику межэтнического согласия продолжает на основе преемственности наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. И в своем послании он, конечно же, говорит о том, что сегодня нам необходимо уделять особое внимание консолидации общества, особое внимание укреплению нашего единства и, конечно же, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине. Сегодня Ассамблея народа Казахстана является той площадкой, где мероприятия и вся работа направлена на обеспечение прав и свобод каждому гражданину, невзирая на этническую или же конфессиональную принадлежность. Сегодня в Казахстане каждый этнос имеет право сохранить свою культуру, язык, традиции и обычаи. В этом направлении очень огромная работа была проделана. Были образованы дома дружбы, были образованы этнокультурные объединения, где именно эта работа по сохранению культурного достояния народа Казахстана проводилась на самом высоком уровне. Конечно же, мы объединились в один единый народ, и перед нами стоит важная задача по сохранению данного единства и дальнейшего его укрепления. Конечно же, для того, чтобы укрепить наше единство и сохранить его, перед нами стоят новые вызовы и новые задачи. Конечно же, мы должны понимать то, что дальнейшее укрепление должно основываться на консолидации общества вокруг наших национальных ценностей. И одним из важных факторов консолидации является наш государственный язык. И поэтому в своем послании Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорит о том, что сегодня государственный язык является языком межэтнического общения, он является государственным языком, и поэтому очень большое внимание со всех государственных органов, где в авангарде стоит Ассамблея народа Казахстана, проводятся различные мероприятия, различная работа для того, чтобы народ Казахстана
мог полностью овладеть государственным языком. Почему мы говорим о консолидации народа именно вокруг государственного языка? Здесь есть очень важные факторы. Одним из них является то, что когда мы будем говорить на одном языке, мы будем понимать друг друга. У нас в сердцах будут одинаковые мысли, и мы будем, значит, во благо Родины работать и делать свой вклад для того, чтобы наша Родина дальше развивалась. Только посредством единства мы понимаем то, что имеется стабильность в стране, а где имеется стабильность, имеется, конечно, развитие. И сегодня, когда мы видим то, что Казахстан развивается, это благодаря тому, что каждый казахстанец сегодня понимает эту важную задачу и вносит свою посильную лепту для выполнения данных целей. Сегодня перед нами стоят такие большие цели, как вхождение в тридцатку развитых государств. И, конечно же, в целом доведение уровня каждого гражданина до того уровня, где он может получать достойную зарплату, может достойно жить и чувствовать себя счастливым. Конечно же, мы за годы независимости достигли очень много положительных результатов, но в дальнейшем и перед нашим молодым поколением стоит очень важная задача. Сегодня перед нами стоит задача по воспитанию молодежи вокруг наших национальных ценностей. То есть передача того накопленного багажа, опыта нашим старшим поколениям должна, конечно, произойти в сторону молодежи. Молодежь сегодня должна перенять те наши ценности, тот характер, тот менталитет, который присущ казахскому народу. Мы знаем то, что в годы депортации, репрессий и тяжелых периодов времени наше старшее поколение, наши предки смогли своим милосердием, своим гостеприимством, своим состраданием оказать помощь тем народам, которые были сосланы, так скажем, в степь для вымирания. И сохранили жизнь многих народов здесь, в Казахстане. И сегодня посредством именно такого взаимоотношения и такого отношения к человеку мы сформировали именно такую дружную семью, где каждый гражданин заботится о друг друге. Сегодня мы увидим то, что когда случаются какие-то трагедии у нас в Казахстане, например, скажем, события в Арысе или же в Махтарале, весь народ Казахстана объединяется для того, чтобы оказать свою помощь, нести свою лепту для поддержки тех, кто находится в нелегкой ситуации. И именно вовлечением молодежи в такие мероприятия мы передаем этот наш опыт, именно тот менталитет, тот характер, где мы, значит, показываем, каким должен быть казахстанский гражданин, как он должен относиться к людям, с какой толерантностью наши предки восприняли различные этносы у нас в Казахстане. Сегодня мы должны это передать молодому поколению для того, чтобы в будущем наше молодое поколение могло также, значит, жить в дружбе и единстве со всеми представителями этносов, поскольку именно вот это вот многообразие наше в Казахстане – это наша сила, это наше богатство. Об этом говорит наш президент Касым-Жомарт Кемелевич и в своем послании тоже. И, конечно же, вместе с этим, передавая этот наш богатый накопленный опыт нашему молодому поколению, мы должны, конечно же, передавать, а также нашу важную задачу и миссию – это укрепление народа и консолидация народа вокруг государственного языка. Если мы, каждый из нас, каждый казахстанец будет именно работать и вносить вклад в такие вот наши ценности, где, например, каждый казахстанец будет со всей душой относиться к тем поставленным задачам нашим главой государства и в целом работать для укрепления единства, я думаю, что те высокие цели, которые мы поставили перед собой в будущем, мы обязательно их достигнем. Конечно же, надо говорить о том, что эти все цели можно достичь только если в сердцах каждого гражданина будет иметься любовь к Родине. Когда мы говорим о патриотизме, это не должно быть просто какие-то слова обычные, да? Это должно быть чувство, именно подтвержденные действиями. Когда мы говорим то, что мы любим своих родителей,
конечно же, эта любовь должна демонстрироваться нашими действиями, нашими поступками, чтобы наши родители гордились нами. Также в отношении и Родины. Если мы хотим сказать или же продемонстрировать свой патриотизм к Родине, мы должны это в первую очередь продемонстрировать нашими действиями. И первым шагом демонстрации нашей любви, нашего патриотизма является это изучение и овладение тем языком, на котором государство говорит, который является государственным языком в этой стране. Поэтому сегодня задачей каждого гражданина является именно изучение государственного языка. Сегодня, конечно же, очень много государственных органов и Ассамблея народа Казахстана вносят для того, чтобы, то есть работают для того, чтобы общество овладело государственным языком, но они сами по себе этого не смогут сделать, если каждый гражданин не внесет свою лепту. Мы, когда участвовали на сессиях Ассамблеи народа Казахстана, наш Елбасы, наш первый президент говорил о том, что Ассамблея народа Казахстана – это весь народ Казахстана. И поэтому все задачи, которые ставятся по укреплению межэтнического согласия у нас в стране, должны являться задачей каждого гражданина в Казахстане.